СДМ. Выгодно всем. Добрый день, дорогие телезрители! Это программа «Секреты татарской кухни». И сегодня мы будем открывать секреты татарской кухни с человеком, который хранит историю и традиции Татарстана. Это директор мемориального музея Резы Фахретдина Гимранова Диляра Кавиевна. Аплодисменты. Здравствуйте. Здравствуйте, Сямсис. Как ваши дела? Как настроение? Хорошее настроение. Все хорошо? Да. Ну, мы будем его повышать еще больше. Вы пришли к нам с подарком. Это кучная вещь. Конечно. Что это? Это буклет о музее Резатина Фахретдинова, который был открыт еще в 1995 году при присутствии первого президента нашей республики Ментимира Шариповича Шаймиева. Отлично. Для того, чтобы молодое поколение привлечь к музею, мы подготовили вот такой CD-диск, интерактивную книгу. И эту книгу мы дарим вам в подарок. Конечно же, Просто замечательно. мы сегодня с вами будем готовить баурсак, а для баурсака надо будет прихватка. Обязательно. Спасибо большое, Рахмат Бекжур. Ну что, самое главное, куштанеш у нас есть, подарочки есть, хорошее настроение еще больше повысилось. Ну и поэтому мы готовы готовить баурсак. Это народное татарское блюдо, а вернее сладость баурсак. Да. Гимранова Диляра Габдалкавиевна. Директор мемориального музея Резы Фахретдина, который расположен на родине известного ученого в селе Кичучатово Альметьевского района Татарстана. Окончила Казанский государственный университет культуры и искусств. В 2010 году Министерством культуры Республики Татарстан награждена нагрудным знаком за достижения в культуре. С чего мы начинаем? Начинаем с того, что блюдце Так. и яиц. Берем здесь. Яйца должны быть половина замороженные. То есть основной ингредиент в баурсаке это яйца? Да. Половина из них должны быть замороженными. В первую очередь я сразу хочу обратить внимание, они немножко треснутые. Почему? Да, потому что они замороженные. Замороженные яйца. Мы А для чего так? Мы их вскрываем. Вот обратите внимание. Угу. Это для того, чтобы кислорода больше было. В том, чтобы они пышнее были. Баурсаки-то. Так. Взбиваем. Смотрите, свежие. Ага. Яйца-то сельские, обратите внимание. Давайте поговорим все-таки об баурсаке, о том блюде, которое сегодня будем готовить, что оно означает и откуда оно произошло. Баурсак готовят у нас в деревнях издавна. Бабушки наши готовили. Так. И когда, например, девушка выходила замуж, в дневниках носили баурсак как почетное блюдо. Баурсак – татарская национальная сладость. Он несколько крупнее чак-чака. Если татары, проживающие в Казани и близлежащих районах, традиционно готовят чак-чак, то татары юго-восточной части республики – Альметьевска, Азнакаева, Лениногорска, Бугульмы и Бавлов – своих гостей угощают баурсаком. Баурсак ведет свою историю с булгарских времен. Изначально он применяется и как походная пища, так как может долго храниться. Баурсак, как и чак-чак, является непременным атрибутом праздничного стола в виде горки в отдельном блюде. В татарской свадебной традиции родители жениха приносили в подарок на свадьбу блюдо с баурсаком или чак-чаком. Секрет приготовления баурсака передается из поколения в поколение согласно старинным рецептам. Сначала, Тимур, возьмем соду чуть-чуть, да, ведь? Так. Чепотку соль, чепотку положим. Для чего? Соды? Для того, чтобы она была рыхлая. И еще мы ложим туда подсолнечное масло. Подсолнечное масло. Тоже немножко. Вот обратите внимание, мы 8 яиц положили и целую ложку с подсолнечного масла ложим. Надеюсь, наши хозяйки все это записывают. Сейчас мы будем взбивать. Это... Стоп! Почему мы должны взбивать тем, чем мы мнем картошку? Потому что должно быть тесто крутое. У нас есть венчик? Нет. Нет? Нет. Вот самый главный секрет баурсака, что взбивать надо не венчиком, а... Как это называется? Толкушкой. Да, толкушкой. Толкушкой. Ну что, я правильно буду делать? Вот так, да, правильно будете делать. Яйца довольно жесткие? Да, поэтому им толкушкой взбиваем. Теперь мне понятно, да. Яйца довольно желток, он замерзший, немножко жесткий, поэтому венчиком у вас, дорогие телезрители, не получится взбить. Вот. Чем отличается баурсак от чак-чака? Чак-чак обычно в Казани готовят, а в юго-востоке Татарстана мы готовим баурсаки. Встречаем высоких гостей с баурсаком. Больших, таких же больших, как баурсак. Да.
Да, да. То есть вы хотите намекнуть, что в Казани не такие большие люди? Нет, 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 нет. А у нас вот в Юго-Востоке очень много населения как бы замешано с мишарями. Мишари тоже готовят баурсаки, но у них еще крупнее получается. Я вчера сидел и готовился, думал, читал очень много о ваших трудах и о том человеке, чью историю вы храните, а это Реза Фахретдин. На самом деле мало кто знает об этом человеке, и очень жаль, потому что это очень большой историк, философ и хранитель исламской истории, веры. Расскажите про него. Что это за человек? Всемирно известный ученый Резатин Фахретдин, конечно же, известен как прежде всего исламовед, да ведь? Но нельзя забывать его труды про воспитание. Вообще про воспитание подрастающего поколения. У него есть произведение «Воспитанный ребенок», а затем у него есть произведение «Воспитанная женщина», мать, жена. Так. Вот. У него есть наставления для маленьких, слишком маленьких, да? Наставления есть для девочек отдельно и для взрослых. Резаэддин Фахретдинов. Крупнейший представитель мусульманской общественно-политической жизни и культуры конца 19-го, начала 20-х веков. Просветитель, религиозный деятель, ученый, писатель и публицист. Родился 4 января 1859 года в деревне Кичучат Казанской губернии в семье имама Фахретдина. Образование получил в сельском мадресе, владел арабским, фарси, турецким и русским языками. С 1906 года кази Духовного собрания мусульман внутренней России. С 1922 года муфтий Центрального Духовного собрания мусульман внутренней России. Автор трудов по общественной жизни мусульман и их положению в России, истории и мусульманской философии, толкований положений шариата и хадисов, популярных брошюр по основам этики, морали и педагогики. Резаэддин Фахретдинов сыграл большую роль в распространении образования среди мусульман, способствовал укреплению связей между мусульманами России и других стран. Давайте я попробую. Давайте. Потому что надо так активнее. И вообще, мне кажется, что главное на кухне должна быть хозяйка-женщина. Надо сбивать вот эти комочки, чтобы займите мои руки чем-нибудь. Сейчас я тебе сначала объясню, потом я тебе дам. Что вот эти маленькие комочки желтенькие, они сбитые были, понятно? Конечно, конечно. Очень большое внимание Реза Фахретдин, как я понял, уделял воспитанию детей. Резатин Фахретдин говорил о том, что детей надо воспитывать с младенчества, даже с колыбели. Не надо вот, пока он маленький, подрастет, мы ждем давить, а нельзя так делать ни в коем случае. Надо, естественно, с колыбели начинать. Что говорил Реза Фахретдин конкретно о женщине в семье? Женщина должна быть хранительницей очага, прежде всего. Она должна быть послушной своего мужа. Муж, конечно же, должен быть очень образованный, грамотный. И женщина должна быть то же самое грамотной. Почему так? Потому что дети в день матери задают тысячи вопросов. Если вы обратите внимание, да, родителям они задают столько вопросов, а на эти вопросы надо отвечать грамотно. И нельзя детей обманывать ни в коем случае, потому что они потом могут вырастать обманщиками. Реза Фахретдин сам даже об этом говорит. Настолько интересна мне эта тема, что уже просто невозможно, уже все такое густое стало. Или у меня просто слабые руки. В последнее время женщины, как бы я их не любил, все равно они стали довольно сильными в мире и доминируют. Они хотят получить образование, они хотят делать все сами, работать и развиваться. Правильно ли это? Хорошо ли это? Это неплохо, с одной стороны, но надо это в семейных традициях все это надо делать. Они хотят быть самостоятельными. Да, нельзя терять чувство меры. Муж должен быть руководителем семьи все же. Главный. Я бы хотел тоже немножко попробовать и прокомментировать, что я сейчас ощущаю, когда мну это тесто. Дорогие телезрители и телезрительницы, хозяйки, это очень тяжело. На самом деле реально очень тяжело. А ты сам почувствовал, как тесто дышит? Тесто не то, что дышит, оно выдыхает. Давай доставай доску для раскатывания теста и дальше будем продолжать. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы готовим баурсак, и на данный момент что мы сделали? Мы положили в это большое блюдо 8 яиц, причем замороженных яиц, щепотку соды, и в процессе помешивания мы добавляли муку. Вот, сейчас что мы будем делать? Мы сейчас сюда положим
тесто, то, что у нас крутое получилось. Мы достали большой куштабак. Ложим масло. Я думаю, мы не И будем разогреваем. скупиться на масло, побольше полностью его выльем. Достаем вот тесто вот так. Дальше обратите внимание, как мы делаем. Вы же сказали, руками не трогать. Трогаем. Трогаем? Не только, а не в блюдце. Понятно. Семен Семенович. Боже мой. Можно я тоже попробую что-нибудь сделать? Давайте. Итак, нужно его раскатывать, да? Да, раскатывать. Я забыл вот магическое движение сделать. Да. Вернемся к вопросу о воспитании. Воспитании детей и воспитании женщин. Как таковых в семье. Да. Сначала надо воспитать маленькую девочку, как будущую маму, говорит Реза Фахриддин. Потому что нельзя забывать, что эта маленькая девочка, вырастет, уже станет матерью. Она будет воспитывать своих детей. Не зря же у нас девочки обычно играют с куклами, да ведь? Ну, уже в то время они должны привыкать, что они будут в последующем растить своих детей. Но у нас в последнее время вот появилась такая тенденция, что у нас девочки как бы королевами являются, да? Вы не отрицаете это мнение? Принцессами, королевами, да, они хотят быть. Да. Чтобы они белое платьишко носили и ничего не делали, но так жизнь-то продолжаться Чтоб не приехал может. принц на белом коне и сделал все. Да, так жизнь продолжаться не может. Она не осчастливит никакого принца, говорит Реза Фахриддин. То есть вы имеете в виду, что женщина должна все-таки добиваться сама всего? Сама она должна все добиваться? Нет, она должна учиться у своей матери, брать пример. А мать, конечно же, должна быть и образованной, и грамотной, и в процессе воспитания все это должна передавать своей дочери. Я тоже решил поучаствовать в приготовлении баурсака. Я нормально все делаю? Такие? Вот ты слишком, смотри, здесь слишком много муки, во-первых. Так, мы продолжаем. Я предлагаю все-таки попробовать закинуть масло, готово у нас не готово, или как поведет себя баурсак. Да. Давай попробуем. Закинь. Если она начнет пузырьки пускать, значит, она уже готова. Мы, значит, можем закинуть и другие. Я вижу, 6 пузырьков уже вышло. Да. Это нормально? Да, нормально. Сейчас ты у нас тесто, готовое масло. а через буквально 15 минут ты будешь не тесто, ты будешь баурсак. Вот так вот. Да. Жизнь такая, друзья, штука. Давайте закинем туда. Прямо сразу все скопом? Нет. Потихонечку надо их ложить. Тимур, обрати внимание, мы ложим воду. Для чего? Для того, чтобы у нас баурсаки не стали цветочками последующим. То есть в масло вы имеете в виду, нужно добавлять воду? Да. Первый раз слышу. Да. Как вы обратили внимание, она не зашипела. Надо, главное, знать меру. Расскажите нам о том, как в жизни вы, как директор музея, мемориального музея, продвигаете в жизни советы и наставления Резы Фахриддина. У него были правила как на улице должен вести себя человек, как он должен ходить. Давайте расскажите нам, очень интересно. Поэтому у нас ежегодно проводится мероприятие «Умеешь ли ты ходить по дорогам?». Это расскажите. И дорожное движение, там обучаем детей. Ну, Основное правило хождения по улице. чтобы не болтаться. Чтобы все жебеган тугер, чтобы не было. Он все время писал вот так. Воспитанный ребенок повел бы себя вот так. Воспитанный ребенок... То есть он не категорично Да. так нельзя, это нельзя, Да. и это правильно, Он это все правильно. время говорил, воспитанный ребенок повел бы себя вот так. Очень мудро. Вот. Он никогда не настаивал, что нельзя, сделай так, сделай эдак. У него таких наставлений вы не увидите. ЦДМ объявляет сезон выгодных покупок. С 1 февраля по 27 мая, покупая мебель в ЦДМ, вы участвуете в розыгрыше сертификатов на покупку мебели и денежных призов. ЦДМ. Выгодно всем. Друзья, мы продолжаем нашу передачу. Я напоминаю, что у нас директор мемориального музея Резы Фахриддина. Это Диляра Кавиевна. Вот, давайте поаплодируем. Мы делаем баурсак. Вот. Буквально недавно с подачи Ментимира Шариповича был открыт именно этот мемориальный музей. Вот. За рубежом о Резе Фахриддине очень много знают, читают его труды, пишут на основе его трудов диссертации и так далее. Почему в Татарстане, у нас на родине о нем так мало знают? Потому что имя Резы Фахриддина долгое время умалчивалось, как религиозного деятеля. Почему?
Ну, дети его были репрессированы после смерти Резы Фахриддина. Реза Фахриддин сам умер в 1936 году. Это, как ты знаешь, уж это очень интересные годы, да? 36-е годы, это года репрессии уже пошли. После его смерти сразу же в 1937 году арестовали старшего сына Габдрахмана, затем уже арестовали второго сына Габдульхаттабы. Остальные 4 детей должны были молчать про своего отца. Нельзя было про него говорить. И уже в 80-е и 70-е годы начала Асмапа возвращать это имя, начала выдавать публикации в журналы. А затем уже вот в 1995 году, благодаря инициативе наших жителей деревни, инициативе нашей администрации городской, был открыт вот этот мемориальный музей. Очень мудрый человек. Пропаганда идет очень обширная. Как я уже вам сказала, мы буклеты книги выпускаем. Книги, конечно же, в большинстве на татарском языке, вот поэтому, наверное, и русскоязычное население у нас мало знает о нем. К нам недавно приезжала итальянка, зашла она и мне говорит на татарском языке: «Сіз меня русская экскурсия селяна и на татарском». Мы с ней зашли в экспозиционный зал, и я начала говорить, вести экскурсию, то есть она говорит: а можно помедленнее? А я что-то заметила в ней, что ты не наша, не русская, да? Я говорю: а вы, может, приехали издалека? Она говорит: да, я из Италии. А я такая раскрыла глаза, я говорю: из Италии, ты знаете татарский язык? Она говорит: я специально, чтобы приехать сюда, изучила 2 года татарский язык. Итальянская татарка. Да. Знают все-таки, знают. Она знает хорошо довольно-таки самого Резы Фахриддина. Она его изучала как политолога. Кстати, мы его как политолога никогда еще не изучали до этого. Но заинтересовались вот после посещения этой итальянки. Мемориальный музей Резаэддина Фахриддинова в деревне Кечучат был открыт 25 мая 1995 года. Его первым посетителем стал первый президент Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев. Музей построен на месте дома, где родился Резаэддин Фахриддинов, и представляет собой деревенскую избу в национальном татарском стиле. Основу фондов составляет мемориальные предметы и документы, которые были собраны основателем музея, краеведом Самдуном Фархуддиновым. Наиболее интересные из них – прижизненные издания ученого, имеющие энциклопедическую ценность, среди которых «Воспитанная мать», «Наставления», «Знаменитые женщины» и другие. Вот такие наши маленькие баурсаки превратились в огромные, легкие, я не знаю, как их назвать даже, шарики. Вот. Причем они уже аппетитные, они вылетают из кастрюли, они хотят просто-напросто уже вылететь сюда и сказать: съешьте меня. Но мы их пока есть не будем, потому что они до конца не приготовлены еще. Они уже начали шуршать, Тимур, обратите внимание. Шуршание листьев напоминает, между прочим, в лесу. Да. Когда идешь по осеннему лесу, под ногами хрустят листья желтые. И такие же желтые у нас сейчас будут и баурсаки. В данный момент я все-таки взял все свои в крепкие мужские руки и с комментариями интенсивнее Тимур пытаюсь переворачивать те баурсаки, которые мы закинули в кипящее, хрустящее масло. Вот. Это непередаваемое ощущение, друзья. Попробуйте дома это сделать. Аккуратно надо делать. И с большим желанием, естественно, и с хорошим настроением. Да, и с большой любовью, самое главное. Воспитание мужчин, давайте об этом поговорим. Сила мужчин не в его руках, не в его мускулатуре, да, ведь настолько в уме и в грамотности. Грамотно надо подходить к семейной жизни, грамотно надо подходить к воспитанию своих детей, грамотно надо подходить к своей жене вообще, как обходиться с ней. Надо прислушаться и этикета, и, конечно же, своих бабушек и дедушек, например, их надо... В первую очередь, мне кажется, надо уважать своих родителей, да. Любить свою жену, также уважать ее, иметь очень большое уважение к своей супруге, чтить ее. И тогда все будет хорошо в семье. На примере этого вырастают дети, такие, которые в последующем будут продолжать такие же традиции в семье. И мне кажется, такая нация будет жить в дальнейшем. Обратите внимание, да, желтеет уже наш. Да, они уже желтеют, вот эти вот волшебные пузырьки появились, они просто... Все вскипело уже. Сколько еще осталось времени? Мы еще будем проверять сейчас, насколько они готовы. Потому что один баурсак мы как масло ложили, один баурсак посмотрели готовность,
масло. Сейчас мы также будем смотреть готовность самого баурсака. То есть один баурсак возьмем на блюдечко и посмотрим, она у нас разбухнет или не разбухнет. Они уже, мне кажется, вы уже готовы. Давайте попробуем один все-таки. Вот такой вот. Да, посмотрим, насколько она у нас готова. Давай я сама попробую дальше, чтобы интенсивно и побыстрее. Я могу попробовать уже? Нет еще. Нет? Подожди. Он должен остыть? Да. Мы посмотрим, насколько она готова у нас. Шуршит довольно уже жестче, да, ведь? Да, да. И запах уже приятный такой. И не только запах. Может, я уже начну заниматься приготовлением сиропа? Можно. Да? Что для этого надо? Для этого надо стакан воды, стакан сахара. И все. Я пошел. Дорогие телезрители, записывайте, запоминайте. Стакан воды и стакан сахара. Вот что нужно для приготовления сиропа. У нас уже баурсаки почти готовы, мы их вынимаем из кипящего масла. Баурсаки готовы, друзья. Но это еще не все. Ну а тем временем мы, как говорится, продолжаем. И сейчас мы будем готовить сироп. Для этого, как нам сказала Зиля Аркадьевна, нужна вода и сахар. Ну и, конечно, ложим воду. Наливаем воду и кладем сахар. Да. И ждем. Как, по вашему мнению, Зиля Аркадьевна, скажите, на кухне кто должен быть, мужчина или женщина? Конечно же, женщина, хозяйка. Тогда почему во всех ресторанах все известные кулинары были мужчины? А ты знаешь, что у мужчин на плечах сидят ангелы, которые помогают при приготовлении блюда? Знаешь, Нет, не знал. А мне все время бабушка говорила, если мужчина на кухне, значит, у него получится отменно, а помогает ему в этом ангелы, которые сидят у него на плечах. Мне известно, что в вашей деревне, в деревне Кичичатово, кстати, очень интересное название, существует родник имени Резы Фахретдина. Перед тем, как вы ответите, давайте, вот, друзья, вот так проверяется готовность сиропа. Если слипаются баурсак, вот это маленький секрет, кстати, и основной. При приготовлении сиропа. Не слипается еще? Нет еще. Итак, в вашей деревне Кичичатово существует родник имени Резы Фахретдина. Да, есть такой. Который смотрит в сторону Мекки, и вода этого родника очень считается священной. Хотя священных, вот Реза Фахретдин говорил, что таких не бывает священных мест, но вода, тем не менее, священная. По-моему, уже готова. Да. Мы с вами Самое главное, да, не перетянуть и не дотянуть. Да. Лишнего, чтобы не продержать, самое главное. Все это мы поливаем наш баурсак приготовленный сладостями. А если вот на него не упадет? Сейчас. Продолжим. Сделаем так, чтобы всем попадало. Вот. Нормально, их надо вот так. Надо будет перемешать. Остывает уже. И, как видите, уже готовые наши баурсаки. Непонятно, почему так тихо в студии, все уснули, что ли? Мы приготовили баурсаки, друзья. Все, готово уже. Нельзя лишнего перетрудиться, потому что вы испортите баурсаки. Вид баурсака. Итак, мы готовы выложить готовый баурсак на это блюдце. Да. Обычно ложатся баурсаки до того, как они вот слипнутся между друг другом, потому что нам надо, чтобы они еще горкой стояли, да ведь? Да. Мы чуть-чуть уж, как видите, опоздали. Надо чуть быстрее. Первый раз я лично присутствовал на том, как готовится баурсак. Обычно ты приходишь, просто кушаешь, тебе его дарят. А тут мы сами приготовили. Это секретное блюдо, татарское блюдо. А я, с вашего позволения, налью чайку, чтобы мы с вами смогли до конца ощутить этот аромат баурсаков, который мы вместе приготовили, вместе с чаем. Баурсак. Рецепт. Яйца 8 штук, растительное масло для теста 1 столовую ложку, сода половина чайной ложки, мука просеянная, растительное масло для жарки 1 литр. Первый секрет приготовления баурсака. Для теста обязательно нужно предварительно заморозить часть яиц. В миске взбить толкушкой яйца, добавить 1 столовую ложку подсолнечного масла, щепотку чайной соды, тщательно все перемешать. Постепенно, добавляя муку, замесить тесто. Раскатать его толстыми колбасками и нарезать кусочками по 2-3 сантиметра.
Еще один секрет приготовления баурсака. В масло, в котором будет выпекаться тесто, необходимо добавить воды и довести до кипения. Баурсак постоянно осторожно помешивать. Готовый баурсак выложить в глубокую посуду и залить сиропом. Перемешать и красиво выложить горкой на блюде. Вот вы можете попробовать то, что мы с вами сегодня сделали. Отменные баурсаки. Попробуйте. Бигзур Ахмад. Но только с вами и вместе с чаем. Конечно, с чаем. Они их подают с чаем, и может быть так, что украшают и с калиной, с красной, обмороженной. Бывает так, что украшают с конфетами, красивым оберточках, и подают как бы на стол к чаю. Ну что, как истинно воспитанный мужчина, теперь я готов попробовать сладкий баурсак из рук этой очаровательной женщины, нашей гости. И под ваши аплодисменты. Безумно вкусно, безумно сладко. Приятного аппетита тебе, Тимур. И попробуйте у себя дома также сделать, дорогие телезрители, баурсаки. Я правильно скажу? Ашларагас. Там Ну что, приятного аппетита всем. Ну а с вами, друзья, мы прощаемся ровно на 1 неделю. Это была передача «Секреты татарской кухни». В гостях у нас была наша очаровательная гостья. Это Диляра Кавиевна. И я, Тимур Перцев. Всем пока! ЦДМ выгодно всем. Смотрите на ТНВ. Кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Автор детективов, философ, мыслитель, юрист Зуфар Фаткудинов на нашей кухне. Куриная лапша с философскими комментариями от государственного советника. «Секреты татарской кухни» по субботам в 16:30 и в воскресенье в 9:00.